Уважаемые коллеги, мы рады приветствовать вас на вебинаре формирования учебных планов среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. В этом учебном году образовательные организации и Республики Коми, и Российской Федерации в штатном режиме начали реализовать федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования. И, соответственно, многие из вас уже составили учебные планы, но, тем не менее, на наш взгляд, необходимо напомнить, каким образом происходит этот процесс, какие действия необходимо предпринять образовательным организациям для составления учебного плана. Я напоминаю, что учебный план среднего общего образования входит в организационный раздел основной образовательной программы среднего общего образования, и он как раз обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, дисциплин, практики, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план обеспечивает реализацию предметного содержания основной образовательной программы, создает основу для расписания занятий, а также обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, возможность и преподавания и изучения государственного языка в Республике Коми и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. А также учебный план устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение по классам или годам обучения. Я напоминаю, что учебный план состоит из двух частей. Это обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Основные требования к содержанию учебных планов указаны в таких нормативных документах, как приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 2012 года об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования со всеми изменениями и редакциями, в примерной основной образовательной программе среднего общего образования, в письме Министерства образования и науки Российской Федерации 2017 года об организации изучения учебного предмета астрономия. Вы все помните, что именно в 2017 году к нам в школу в обязательном порядке вернулся такой учебный предмет, как астрономия. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации о федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ и начального, и основного, и среднего общего образования. Это постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации в последних редакциях. И, конечно же, не стоит забывать о таком документе, как письмо Министерства образования и науки Российской Федерации о введении 3-го часа физической культуры, ну и, конечно же, другие нормативные акты. Я напомню, что организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам среднего общего образования, разрабатывает основную образовательную программу среднего образования в соответствии со стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Как я уже говорила, напоминаю, основная образовательная программа среднего общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. В следующем соотношении обязательная часть образовательной программы среднего общего образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, это 40% от общего объема образовательной программы среднего общего образования. Основная образовательная программа среднего общего образования образовательной организации может включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные планы различных профилей обучения. И учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающихся не менее 2170 часов, но и не более 2500
190 часов, то есть не более 37 часов в неделю. При этом индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. При этом я напоминаю, что обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами, выбор факультативных, то есть необязательных для данного уровня образования, и элективных, то есть избираемых в обязательном порядке, учебных предметов, курсов, дисциплины либо модулей из перечня предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность, после получения основного общего образования. Изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами, либо же модулями по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин, либо модулей, преподаваемых в организации, осуществляющих образовательную деятельность в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов или модулей. При этом я напомню, что разработка и введение индивидуальных учебных планов обязательно сопровождается деятельностью учителя или тьютора в соответствии с нормами пункта 11 части 2 Федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования, где прописано, что индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя-тьютора по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых предметов, учебных предметов, курсов, в любой избранной области деятельности, познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, либо иной другой. Также напоминаю, что содержание образования может осваиваться на базовом или углубленном уровне, то есть помимо учебных предметов рекомендовано планирование курсов по выбору или элективных курсов, факультативных курсах, а также индивидуальных проектов. При этом напомню, что уже Институт развития образования провел не один вебинар или семинары обучающие, где мы вам говорили о том, что выполнение обучающимися индивидуального либо индивидуальных проектов является обязательным результатом освоения основной образовательной программы среднего общего образования. Индивидуальные проекты разрабатываются в течение 1 года или 2 лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом в форме элективного курса. При этом напомню, что в соответствии с требованиями статьи 18.3.1 приказа Министерства образования и науки России от 17 мая 2012 года, номер 413, об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, образовательная организация обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких профилей обучения. Одного или нескольких из 5. Это универсальный, естественно-научный, гуманитарный, технологический и социально-экономический. При этом вы все прекрасно понимаете, что ученики будущих 10 классов должны обучаться по одному из этих профилей. Всего их 5. И определить, какие профили востребованы у будущих 10-классников, поможет анкета. На уровне среднего общего образования школа обязана организовать профильное обучение. Но вводить все 5 профилей в принципе, не обязательно. Ориентируйтесь на, во-первых, материально-техническое обеспечение, кадровые ресурсы, а также, конечно же, на запросы школьников. Чтобы выявить, по каким профилям хотят учиться будущие 10-классники, привлеките к работе классных руководителей 9 классов и педагога-психолога.
Классным руководителям поручите подготовить списки учеников, которые планируют продолжить обучение в вашей школе в 10 классе. В принципе, вы это так и делаете. Педагога-психолога попросите разработать анкету или предложите провести анкетирование в 9 классах уже по готовой анкете. Я вам сейчас покажу пример, собственно, что это за анкета. Анкета не большая, она содержит 13 вопросов. Соответственно, в ходе этого анкетирования обучающийся 9 класса должен выбрать один из предложенных вариантов ответа, который больше всего ему подходит. То есть он должен, вы видите, что они имеют, собственно, узконаправленные профили. Он должен выбрать из перечисленных уроков, какой больше всего ему нравится, выбрать свою сильную сторону в учебе. Посмотрите, он должен уже в 9 классе предполагать, если он планирует продолжать обучение в 10-11 классе, в какой вуз он хотел бы или хочет уже поступать. Выбрать из этого вуза, ну точнее направления, выбрать самые привлекательные профессии. А дальше посмотрите, выбрать предметы, в которых ему легче всего дается обучение. Каким образом ему удается решать те или иные учебные задачи, выбрать. Посмотреть, с чем бы он хотел связать свою будущую профессиональную деятельность. Вопрос, смотрите, как интересно, сформулирован. Вам бы хотелось, чтобы будущая работа была связана с... И предложены различные варианты ответов. Далее, посмотрите, запрашивается у обучающегося, что, по его мнению, включает в себя понятие «образованный человек», то есть каким он должен быть. Дальше мы опять возвращаемся к предметам урочной системы. Самое интересное для вас на уроках. Далее, посмотрите, предлагается ему, обучающемуся, сходить и провести урок виртуально, конечно же, да, или представить себе, что будет, если он будет учителем в начальных классах. Далее, тот вуз, который он выбрал в 5-6 вопросе, какие необходимы для него вступительные испытания. Опять-таки же, сфера его интересов. И вот здесь 13-м вопросом фактически мы уже закидываем удочку к той проектной деятельности, о которой я говорила чуть ранее, собственно, где обучающийся должен уже непосредственно выбрать тему проекта, которая была бы ему ближе всего, интереснее всего, ну и, соответственно, приблизительное, понятно, направление темы. И исходя из этого, вы видите, что в ключе, исходя из ключа, мы уже из ответов обучающихся мы видим, какой профиль наиболее востребованный, и таким образом мы можем уже наших с вами обучающихся делить на профили и рекомендовать им те или иные профили. Причем это будет уже осознанный выбор обучающихся. То есть вот по этим 5 профилям. Далее, вы, соответственно, провели это анкетирование. Я напомню, что всего профилей обучения по ВГОС среднего общего образования 5. И в учебные планы каждого профиля обучения вы должны включить минимум 11 предметов. Обязательно вести хотя бы по одному предмету из каждой предметной области, которые перечислены в федеральных государственных образовательных стандартах среднего общего образования. Собственно, предметные области и предметы, которые в них входят, представлены на табличке, которая на слайде. Обязательные предметы, которые должны быть во всех учебных планах вне зависимости от профиля, это русский язык, литература, иностранный язык, математика, история или
Россия в мире, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности и астрономия. Еще во всех профилях, кроме универсального, организуйте изучение не менее 3 предметов на углубленном уровне. Это те предметы, которые входят в соответствующие или смежные профилю предметной области. Как же выглядят учебные планы по каждому из 5 представленных профилей? Начнем с универсального. Универсальный профиль рассчитан на учеников, которые еще не определились со сферой учебных интересов и будущей профессии. Их выбор не вписывается в рамки других профессий. Посмотрите, на слайде представлен образец учебного плана универсального профиля. В нем 11 учебных предметов. На углубленном уровне учебный план предполагает изучение иностранного языка. То есть, если мы внимательно посмотрим, то универсальный профиль может содержать любое количество предметов на углубленном уровне или включать предметы только базового уровня на усмотрение образовательной организации. Также на слайде представлены различные варианты учебного плана, исходя из 5-дневной недели учебной и 6-дневной учебной недели. Второй блок – это, естественно, научный профиль. И здесь мы с вами говорим о том, что обучение по этому профилю ориентируется на такие сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и прочее. На углубленном уровне изучаются предметы из предметных областей математика, информатика и естественные науки. Посмотрите, в данном учебном плане должно быть 12 обязательных учебных предметов. На углубленном уровне обязательно изучается математика, химия, биология. Какие же предметы включают в себя, естественно, учебный план естественно-научного профиля? Посмотрите, из предметной области русский язык и литература включается русский язык и литература. Далее, из предметной области родной язык и родная литература у нас с вами подключается родная литература или родной язык. То есть родной язык и литература, увеличивать часы на изучение предметов родной язык и родная литература за счет часов на русский язык и литература нельзя. Коллеги, обратите на это внимание. Далее, математика, предметная область математика, информатика, соответственно, оба предмета представлены. Причем я напоминаю, что математика на углубленном уровне. И если для универсального профиля мы с вами на математику и информатику берем учебный предмет только математика, и на него отводим 280 часов, то есть здесь же, в естественно-научном профиле на математику мы разводим, во-первых, 2 этих предмета, а во-вторых, вместо 280 часов мы отводим 420 часов учебных и отдельно выделяем информатику, еще 70 часов в нее добавляем. Далее, я напоминаю, что иностранный язык в данном случае также будет обязательно. Естественные науки мы включаем химию, биологию и астрономию. Причем астрономия... При этом на астрономию выделяется не менее 35 часов. Опять-таки же, соответственно, соответствующее письмо указано. Далее, посмотрите, на базовом уровне мы изучаем историю или предмет «Россия в мире».
Элективным курсом мы можем добавить теорию познания 2 часа в неделю. Ну и из физической культуры, экологии, основы безопасности жизнедеятельности мы добавляем 2 предмета. Это физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Оба предмета на базовом уровне. Физическая культура, посмотрите, исходя из количества часов 210. Третий час физической культуры в год, помним, да, в неделю, простите. И основа безопасности жизнедеятельности мы, соответственно, либо 35 часов, соответственно, 1 час в неделю, либо в 10, либо в 11 классе. При этом также на слайде представлены различные варианты учебного плана, исходя из 5 или 6-дневной учебной недели. Третий профиль – это гуманитарный профиль. Этот профиль подойдет для школьников, которые интересуются педагогикой, психологией, журналистикой и другими предметами. При этом, посмотрите, для изучения на углубленном уровне выбирают учебные предметы из предметной области русский язык, литература, общественные науки и иностранные языки. В данном учебном плане также представлен на слайде образец и для 5-6-дневной недельки. В нем 12 предметов учебных. На углубленном уровне обязательно изучаются 4 предмета. Это литература, иностранный язык, история и право. Какие же предметы мы здесь с вами обязательно изучаем? На базовом уровне русский язык, родная литература, родной язык. При этом, опять-таки же, обращаю внимание, что в учебном плане может быть как один предмет из области родной язык и родная литература, так и оба предмета сразу. То есть на усмотрение образовательной организации. Далее. Математика на базовом уровне, 280 часов, как у универсального профиля. Иностранные языки, углубленный уровень. Смотрите, как математика в естественно-научном модуле. Обязательно второй иностранный язык. Астрономия на базовом уровне. Причем, посмотрите, если мы говорили про естественно-научный профиль, и там астрономии только 35 часов, то здесь гуманитарный профиль, астрономии уже 70 часов. На углубленном уровне, как я уже говорила, мы изучаем историю и право, причем право в данном случае выведено из курса обществознания, и ему отводится самостоятельно 140 часов. То есть это полноценных 2 урока в неделю на уровне и в 10, и в 11 классе, помимо обществознания. Причем по ходу блок экономики введен в курс обществознания. Элективно мы изучаем психологию, 70 часов, что тоже достаточно большой объем считается. Физическая культура, основа безопасности жизнедеятельности, это, собственно, базовый уровень, опять 3 часа в неделю физкультуры, никто не отменял. Плюс у нас предполагаются факультативные курсы, предметы и курсы по выбору. И для гуманитарного профиля в учебном плане обязательно должен быть включен индивидуальный проект обучающихся. Далее, если мы говорим про 4-й, то есть технологический профиль. Этот профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферу деятельности. Поэтому в нем на углубленном уровне изучают учебные предметы, преимущественно из предметных областей математика, информатика и естественные науки. В нем 11 учебных предметов. На углубленном уровне изучаем 3 предмета. Это математика, 420 часов. Это информатика, 280 часов. И это физика, 350 часов.
Все остальные предметы, они, собственно, изучаются на базовом уровне. Посмотрите, мы в этот предмет вводим такие элективные курсы, как, например, компьютерная графика. Причем элективные курсы отличаются от учебных предметов тем, что длятся меньше по времени, часто сменяют друг друга и направлены на профессиональную ориентацию ученика. То есть, например, мы здесь вводим компьютерную графику. Это элективный курс может быть на полгода, то есть, например, на 18 часов. Это может быть элективный курс на год, 35 часов, либо же на 2 года, 70 часов. Также мы говорим про элективный курс, в данном случае индивидуальный проект. И когда мы говорим про индивидуальный проект в рамках технологического профиля, мы понимаем, что проект можно выполнять в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов в любой области деятельности. Это и познавательная, и практическая, и учебно-исследовательская, и социальная, и художественно-творческая. То есть абсолютно любая, но индивидуальный проект мы также вводим обязательно в учебный план технологического профиля. И последний, 5-й профиль – это социально-экономический профиль. Здесь мы с вами говорим о том, что данный профиль рассчитан на школьников, которые хотят в дальнейшем работать в социальной, экономической или финансовой сфере. Еще он подойдет тем, кто интересуется обработкой информации или управленческой работой, предпринимательством и многим другим. Для углубленного уровня выбирают учебные предметы из предметных областей математика, информатика и общественные науки. В социально-экономическом профиле 12 учебных предметов. Для углубленного изучения включили 3 предмета. Это математика, и здесь мы отдельно выводим, разделяем математика и информатика, география и экономика. В отличие от гуманитарного профиля, мы выводим здесь не право, здесь уже выводим экономику. Посмотрите, на примере данного учебного плана мы видим, что происходит еще одно изменение. Предмет «История» мы можем заменить в данном случае на учебный предмет «Россия в мире». Либо же просто история, как и в любых других предметах. И вы видите, что здесь в образце учебного плана социально-экономического профиля указано максимально допустимое количество часов. Это максимальное значение, количество учебных занятий за 2 года на одного ученика. Вы помните, что не должно превышать вот эту цифру, но при этом при формировании учебного плана вы либо за счет элективных курсов, либо курсов по выбору можете варьировать данную учебную нагрузку. Вы видите, что эти 5 профилей максимально учитывают интересы достаточно большого количества людей, и фактически постарались наши с вами разработчики учесть различные категории обучающихся с их потребностями. Поэтому, коллеги, от того, насколько грамотно теперь вы проведете свою работу по выявлению детей и по выявлению фактически их потребностей, и не пойдете по пути наименьшего сопротивления, а основное количество пошло вот на тот-то профиль, да, мы, соответственно, тех деток, которые, например, универсальный, а кто-то у нас хочет на социально-экономический, и, соответственно, вот мы их просто подведем под общее большинство. Если вы не пойдете по такому пути, то, коллеги,
все будет замечательно. И ваши обучающиеся будут довольны, и обучение будет строиться именно по тому, так, как оно того достойно.